Рад вас приветствовать в стенах колледжа искусств Республики Коми. Сегодня мы с вами продолжаем наше замечательное сотрудничество с конкурсом Ольги Сосновской. Действительно, колледж искусств и этот конкурс, и Ольга Александровна, конечно, связывают долголетние традиции, совместное сотрудничество, множество проектов. Это ученики, которые ей воспитываются в нашем колледже. Ну и, конечно, множество разных интересных проектов. Ну и сегодняшнее сотрудничество, сегодняшняя серия мастер-классов как раз это тому подтверждение. И нам очень приятно, что в юбилейный год колледжа искусств, конечно, это проходит в наших стенах. Ну и сегодняшний день мастер-класс Анатолий Юрьевич открывает. Анатолий Юрьевич, вам слово. Хорошего всем дня и творческого настроения. Спасибо. Доброе утро. Всем, конечно, такая ранняя у нас история. Вот. Я не знаю, что бы вы хотели услышать, да? Я думаю, что, может быть, построим как-то в вопросы-ответы нашу такую встречу, да? Если кто-то хочет есть, позаниматься с кем-то можем, да? Вот, наверное, ты будешь что-нибудь петь, Рома? А? Нет? Ты один пришел или с концертмейстером? Один. А ноты принес? Не принес. Понятно. Вот. Во-первых, я хочу сказать, что вот я третий раз, да, в жюри на этом конкурсе Ольги Сосновской. И вот по поводу вчерашних наших дебатов, обсуждений, это было все очень сложно, потому что получился достаточно очень высокий уровень конкурсантов. Особенно это касается старшей группы, да. И вот мы очень долго судили-рядили. Но так как мы будем говорить о концертмейстерах, да, то в этот раз тоже получилась огромная группа очень профессиональных концертмейстеров, что очень радует. И причем даже, скажем, из таких отдаленных каких-то наших городов и маленьких выходили очень профессиональные люди, что очень приятно. Вот. Поэтому тоже было очень трудно вчера кого-то выделить, кого-то наградить. Ну, в общем, очень так здорово и приятно. Давайте, может быть, кто-то будет что-то спрашивать, я буду что-то отвечать. Ну, пересказывать, наверное, какие-то такие уже всем известные истины мы не будем сильно. Все понятно, все читали книжки, все знают как, но не у всех всегда это получается, да? Потому что наша такая, как сказать, профессия, она видна только на наших выступлениях на сцене, да, с нашими певцами. А то, что происходит за кадром в классах, это никто не знает, никто не видит. И поэтому всегда считается, что наше как бы вот второстепенное участие, да. Но я вот и много там сам читал этой всей литературы, да, и все очень обижаемся мы, что нас мало ценят, нас мало любят. Вот. Но на самом деле, я вот, певцов сегодня мало, да, я всегда всех своих певцов, с кем я выступаю, я всегда призываю их, что вы цените, с кем вы выступаете, независимо там со мной или с кем-то другим, но всегда быть очень благодарными, с кем вы готовите программы, с кем вы занимаетесь в учебном процессе, да. То есть важно, я всегда тоже ребятам говорю, важно найти своего человека, который будет вам всегда помощником, воспитателем, я не знаю, почти что родным человеком. И на этом всем творческом пути, может быть, долгие годы, может быть, нет. Вот такой пример. Сейчас вот Юлия Маточкина, да, которая получила первую премию на предыдущем конкурсе Чайковского. Вот, мы с ней учились в одном училище, потом в одной консерватории, ну, с разницей. И вот она попала, и вот мы долгое время очень занимались. И вот достигли этой первой премии на Чайковского. И теперь она ведущая солистка театра, нашего театра Мариинского, и плюс огромного количества театров. Вот сейчас она пела в Метрополитен, в Ласкало, сейчас в Берлине. Но тем не менее мы все время на связи. Она все время приезжает, мы все эти партии делаем вместе с ней, занимаемся. И все концертные программы, которые вот сейчас у нас в Зарядье в Большом зале будет сольный концерт, она всегда обращается ко мне.
И вот для нас, концертмейстеров, я считаю, что это очень приятно, когда люди вот на долгие годы сохраняют такую творческую дружбу, и человеческую дружбу, и доверяют друг другу, и тогда получается очень хороший тандем. Вот у меня такое мнение. Вот. Давайте кто-нибудь что-нибудь, может, спросит, кому что интересно еще. Вот по поводу еще что хотел сказать, да? Вот вчера мы слушали, и то, что касается очень многих концертмейстеров, может быть, кто-то это мало этим занимается, да, кого-то просто пригласили сыграть на конкурс с ребятами там поехать. Но очень обидно, что достаточно хорошие пианисты профессиональные, да, с крепким пианизмом и все это, да, но, к сожалению, очень мало чувствуют то, что надо для певцов, особенно для маленьких. Большой как-нибудь тебя сам потащит и куда-нибудь вытащит, да, поможет. А вот для маленьких очень что важно. Вот я вчера наблюдал, и позавчера эту картину, да, не надо уходить прямо под них и бояться, что их не будет слышно. Все так чуть-чуть, ты там чего-то боятся, что если маленький, то закроют, и не будет слышно. Ничего подобного. Им, наоборот, им надо давать во вступлениях, в заключениях, и везде давать им очень четкую эмоциональную вот эту поддержку, эмоциональную, музыкальную, чтобы они включались уже с такого возраста, включались сразу в это произведение. А то если концертмейстер сидит, там что-то сыграл, получается, что ребятенок остается как голенький там. Вот. Все равно должна быть вот эта поддержка. Особенно это в младших группах вот это чувствовалось. Потому что вот эта боязнь заглушить, боязнь что-то сделать не то. Ничего, они справляются. Наоборот, когда там кто-то им поддавал жару, они еще больше, наоборот, очень активно себя вели, активно пели и хорошо пели. Вот такое мое наблюдение. Да, и вот по поводу вот этого, чтобы певец должен сразу получить, как говорили некоторые великие люди, пинок в зад, да, чтобы он сразу пошел тебе и начал делать о том, что вы договорились, о чем вы договорились на этапе подготовки. Вот это очень такая, как бы вот важная вещь, которой не хватало. Нам всем причем. Мы все вчера сходились в этом мнении. Вот. Давайте что-нибудь еще спрашивайте. Кому что интересно. Кто-то хочет, может быть, что-то позаниматься, сыграть что-то. А может, кто записан? У нас 4 человек записаны на мастер-классе. Давыдова, Лысцева записать. Кто-то здесь есть? Ну, Давыдова здесь есть, но я не ожидала, что нужно прийти с ребенком. А что? Нет, а мы всегда делали, что приходили с певцом, и мы как бы вместе занимались. Ребенка нет. Певец спит. Певец устал. Понятно, в такую рань. Вот. Да, что еще касается, да, что очень бросалось в глаза. Очень мало у кого получаются романсы. Особенно, что касалось вчера, вот, ну, специальные призы за Рахманинова, да, много пели Рахманинова. Практически ни у кого не получилось. Хорошо, к сожалению. Вот какое-то, смотрите, вот у Рахманинова есть 2 композитора, наверное, все это знают, Рахманинов и Масне, у которых все выписано в нотах. Над каждой нотой, над каждым словом вся агогика, все акцентики, все. Причем акценты это смысловые, они и текстовые, и музыкальные. Мало кто это сделал, к сожалению. Так спели и спели. А между прочим, это очень важная вещь, чему вот я научился на мастер-классах многих педагогов больших, да, вот этих вокальных певцов очень хороших. Очень важно уметь сразу с младшего возраста, чтобы они эти романсы умели петь. Это такое оттачивание вокальной вот этой линии, вокальных вот этих штрихов, всего. Тогда им будет в 100 раз легче потом петь эти арии. Они будут это уже щелкать, как орешки. Я вот помню, когда
Мы занимались с Екатериной Семенчук в свое время. Она это делала, придя к нам вот в академию. Она учила по где-то 3-4 цикла в неделю. Цикла романсовых. На французском, на немецком, на английском, на всех языках. Зато сейчас она вот очень большая как бы звезда стала, большая певица. И благодаря этому все считают, что это может быть какая-то ерунда. Подумаешь, эти романсы. Очень трудно спеть, очень трудно. Никто практически... Вообще это ушла, как сказать, вот эта культура исполнения романсов, малой формы. Сейчас этим мало кто занимается. И поэтому раньше это тоже мало кто умел, но было больше специалистов в этом деле. А сейчас это практически никто не делает. И, к сожалению, большой-большой пласт вот этой музыки, он уходит. Поэтому я вот, как у нас, например, что происходит, у нас человек приходит, и ему дается в неделю 10 романсов Чайковского. Будь любезен. На следующую неделю 10 романсов, скажем, Рахманинова. Не считая всяких Черепниных, Кюи, вот это все. Вот хочется, чтобы... кстати, что очень интересно, было очень много произведений исполнено, которые мы даже не знали. Вот это классно, что преподаватели могут найти какие-то очень интересные. Вот и, кстати, очень помогло, особенно в младших группах, что ребятишки раскрываются именно вот на этих новых каких-то таких классных характерных песенках. Очень здорово. Вот это очень хорошо. Да, ну и вот это надо количество романсов. И вот то, что я, например, вот как концертмейстер, да, я, например, открываю там господин Мясковский. Сам играю, там смотрю, что там есть красивое, что может заинтересовать, да, певца. И прихожу и предлагаю, давай вот это споем, давай вот это споем. Вот так вот всем людям раздаю сам. Поэтому у нас тоже, вот, как сказать, вот всем советую. Берете сборничек, открыли, ага, это никто не поет, давайте. Вот Черепнина, огромное количество красивейших романсов, всем советую. Очень красивая музыка, которая редко исполняется. У Кюи полно прекрасной музыки, никто не поет. И вот поэтому много тоже. Этому, кстати, научила, знаете, когда-то Образцова, когда она ездила, преподавала в Японию каждый год, там на 3-4 месяца у нее там была своя академия, и привозила всегда, уже сами знаете, в каком возрасте, да, вот такую пачку нот. Что она делала? Она шла там в Токио в библиотеку, одевала наушники, брала все диски, вот такую пачку, все отслушивала, так, отмечала, что ей нравится. Потом шла, но там такая система, что ты из дисков приходишь, они те ноты печатают и отдают. И привозила сюда огромное количество очень интересной, красивой музыки. И потом это распространялось среди нас. Даже отсылала, если певец просил, она присылала посылку с нотами. Кому что понравилось, она присылала. Вот. И поэтому вот я тоже вас призываю, то, что я это делаю, и как бы у нас многие это делают в нашем театре, вот эту интересную музыку искать и выдавать ребятам. Что еще хотелось бы такое сказать? Вот, например, вот сейчас мы о романсах, да, мы что-то сказали. Еще хочется сказать, вот должна быть разница. У кого-то она есть, у кого-то ее нет. Оркестровая фактура, ну всем понятно, да, и романсовая. К сожалению, не у всех это получается. Вот это оркестровое звучание. Тоже не надо бояться. И вот эти пласты надо показывать. У кого-то это получается хорошо, у кого-то это совсем не получается. Но вот не всегда слышно отличие оркестровой вот этой фактуры, да, и камерной. Совершенно другая история. Для этого, конечно, надо послушать оркестр, оркестровую фактуру в записях. Вот. Это очень важно, потому что они должны слушать именно то, что играет оркестр, а не то, что предлагаем им мы. Да? И по динамике тоже оркестр все по-другому делает, чем фортепианная партия. Поэтому вот
Надо послушать еще некоторым товарищам темповые вещи, потому что были какие-то темповые вещи, которые очень были удивительны. Что-то очень медленно, что-то очень быстро. Ну, понимаю, что, может быть, это заказ певца, бывает такое. У меня сейчас был концерт в одном городе, и одна певица пришла и говорит: слушай, я вот тут не могу, давай-ка побыстрее. Я говорю: ну что побыстрее? Давай побыстрее, ну, кому это надо? Все же знают, как это должно звучать, тем более какие-то шлягерные вещи, да? Скажут, идиоты какие-то стоят и показывают нам совершенно не то, что надо. Вот, так что не всегда надо идти на поводу у певца и делать. Вот какие-то вчера слушал кого-то, были какие-то очень медленные вещи, медленно очень было исполнено, может, причем посреди слова дыхание берется, вот это все такое. Нельзя им позволять этого, даже если... У меня был такой случай. Приехала на конкурс Фиоренца Кассота. Я был дежурным концертмейстером, и одна девочка, монолог Чосан, по-моему. А вот ей надо медленно. И вот такая тенденция, она хорошая певица, профессиональная, все. Но вот хочу медленно. Медленно и медленно, медленно. И все так медленнее, медленнее, медленнее. В результате уже там все... Что вы думаете? После этого получил я. Кассота подошла ко мне и сказала: в каком темпе ты играешь? Ты что, не знаешь? И краснел я. Поэтому получаем-то в результате потом мы больше всех. Да? Они скажут: а мы не виноваты. Поэтому надо их заставлять именно делать в каких-то традиционных темпах. Да? Нового ничего такого никто не придумал пока. Поэтому вот такие вещи надо обязательно учитывать. Вот. Что еще вам рассказать? Ты пока свои наблюдения вот по данному конкурсу. Вообще, я не знаю, вот когда люди дежурят, да, быть дежурным концертмейстером, это очень огромная работа. Это можно сойти с ума. Потому что приходят разные люди, и с каждым ты должен за какие-то 15-20 минут успеть там сделать огромные программы. Вот. Ну а что делать? Вот у меня было на одном из конкурсов образцовых, у меня было 40 человек. 40. Которые приехали из других городов. Ну, зашивались, но ничего, вроде остались живы. Вот. Но они же программы, наверное, высылают заранее, да? Конечно, высылают. Конечно, высылают. Ну, Мне легче становится. да, нет, ну такое высылают. Там был один конкурс, где было обязательно вот это старинные арии. Представляете, что прислали? Там надо сутками сидеть, учить самому просто всякие гендели, вот это даже, посмотрите, можно обалдеть. Вот. Ну ничего, как-то там. Потом, вот что еще хотел сказать. Это, конечно, такие наши хитрости, да. В оркестровой фактуре можно подворовывать, да, играть не все. То есть для того, чтобы знать, что играть, мы послушаем оркестровую запись, и будет нам понятно, что мы можем вообще выкинуть и облегчить себе намного жизнь. Да. Ну, это, наверное, все тоже в курсе. Но не у всех получается, да. Вот как раз вот по поводу нотного текста и облегчить себе жизнь. Хочу задать такой вопрос. Ну вот понятно, что оркестровые фактуры там, да, действительно правим, облегчаем себе Да. и так далее. А вот, например, берем мы классику. Вот мы играли Моцарта. Все знают, что многие детки маленькие, многие там маленькие дети, они без поддержки мелодической, то есть они не споют. И вот насколько можно лукавить вот в таких ситуациях? Вот у нас девочка пела Моцарта. Сейчас достану. Детские игры. Ну я помню эту песню. Да, даже не предполагается мелодия совсем. Вот, насколько оправданно, то есть можно ли или нельзя. То есть вот я здесь ребенку прям играла мелодическую линию, и, естественно, я обкрадывала вот фортепианную партию. Просто неизбежно, потому что все в левую руку. Ну вообще в принципе, вот тут как бы гармоническая фактура, да, вся она.
Вообще, еще такой очень трудный такой вопрос. Что еще вот много мы слышали. Надо их заставлять попадать в гармонию. Многие были мимо гармонии. То есть это тоже наша работа, наша задача, да? Вот, например, здесь идет фа диез, да? Мажор этот. Я бы играл вот это сразу им аккордами. Ну, это я согласна, это проработка на уровне. Да, на уровне вот это, да. уровне занятий, да. Чтобы они попадали. Причем вот то, что я заставляю, вот то, что я вам говорил, с Маточкиной концерт, вот она, будучи уже сейчас, скажем так, большой певицей опытной, мы сидим и вот слушаем, что вот изменение гармонии, то есть, значит, одна и та же нота, вот эта гармония, она должна быть уже другая, да, выше, ниже, как-то вот так. И вот это вот очень важно. Смотрите, здесь все просто. Конечно, можете подыгрывать. Ну, я это откровенно и делала. Да. Конечно, можно, но лучше, чтобы они сразу с маленького, да, вот слышали там доминанта, тоника, хотя бы на этом уровне, чтобы они понимали. Это я понимаю. Я немножко о другом хотела спросить. То есть, Да. Насколько можно? То есть, можно ли это в принципе? То есть, В принципе, конечно, нельзя. Но можно. Но если очень нужно, то можно. У меня был один концерт в Лиссабоне, в Португалии. Там получилась накладка. То есть компания людей оказались, должны быть в двух местах одновременно. Во Франции и в Португалии. Вот. И меня вызвали играть, там этот был год Шостаковича, совершенно жуткую музыку Шостаковича, какие-то циклы Микеланджело, там, Шута, еще чего-то. Ну и вот я срочно, значит, прилетел туда. Один у меня бедный певец, кстати, из Сыктывкара, да, рожденный. И нам надо было выучить 2 цикла за ночь, на следующий день петь концерт. Это огромный зал, главный зал в Лиссабоне, огромный фестиваль Шостаковича. И вот по поводу того подыгрывания. Первое отделение, огромный цикл, вот этот Микеланджело, ну там, правда, по нотам, слава тебе Господи, мы как-то это осилили. Вот такая музыка. Вот. Ну, осилили, значит. Все, вздохнули, хорошо. Второе отделение. Там песни Шута, и вот эти советские песни Шостаковича есть, которые все известные. Но самое интересное, что Шута-то он спел. А вот эти все известные песни напрочь у человека вот так просто отключило все. И я когда начинаю вот этот играть, и я понимаю, что он стоит, и вот его как из душа поливают. Просто вот так вот с него льет вода. И он просто вот с такими глазами не может вообще на меня смотреть, ничего не может. Что было делать? Бас и его мелодия, и поехали. Там гармония какая-то. Вот каким-то таким образом. Вот. Ну а что? Еще был такой тоже вот по поводу подыгрываний. С одной нашей очень известной эстрадной певицей был такой проект в филармонии. Она пела старинные романсы. Ну, я не буду скрывать, это Лариса Долина. Они пели с Образцовой, значит, концерт на 2, старинные романсы, ну, такие неизвестные. Ну, естественно, Лариса ничего не выучила. Ну, вышли на сцену. Почему слово естественно, да? Да. Ну, а что там, они же привыкли под фанеру, там все это. А тут... И что делать? Вижу, что человек 0. С нотами, все, в очках. Ну и просто играю гармонию, бас и ее мелодию. После этого мы долго дружим. Она говорит, то, что ты для меня сделал в этой жизни. Вот так мы выкрутились, конечно. Ну, а потом, смотрите, эту штуку мало кто знает. Да? Поэтому, конечно, можно и помогать, и играть. Ничего страшного в этом нет. Лучше так, чем плохо. Мне так кажется. Ну, чего еще хотите услышать, узнать? Как бороться с угрызениями совести, когда ты ошибся и думаешь, что ты подвел? Ой, вы знаете, всяко бывает. Ой, сейчас я расскажу. У меня была история. На конкурсе Чайковского в Москве мы выступаем с одной певицей. Причем, как назло, мы вытащили первый номер.
И поем романс этот. Я ли в поле, да не травушка была. Первый номер в 10 утра. И вот там, когда вот в левой руке вот это идет та-ти-та-ти-та-та-та-ти-та, там блямс, и блямс я делаю не туда. Первый номер на конкурсе Чайковского и не туда, в романсе Чайковского. Я думал, я сойду с ума, мне хотелось встать и уйти со сцены. Но что делать? Ну, бывает, все живые люди. Никто не застрахован. Нет. Конечно, бывает обидно в каких-то вещах. Вот, например, тоже вот вчерашние какие-то вещи, да. Вот один человек выходит, супер играет что-то, вот просто супер. Сидим, думаем, какой класс. И вдруг бамс и ляпс. Ну что, ну, бывает. Внимание рассеивается, волнение. Я помню, у меня была тоже такая смешная штука. Я пришел в театр, причем не сам прослушиваться, еще не работал в Мариинке. А меня попросили наши девочки, и, как сейчас помню, играю эту песню Эболя. Все выучил. Вот пришел, все выучил. Все знаю. А слушала тогда Лариса Гергиева сидела. И меня так заколотило, что я не попал ни в одну гармонию в этом вступлении. Ни в одну, просто... Ну что делать? Ничего. Встали, отряхнулись и пошли. Так что это все бывает, ничего страшного в этом нет. Да, конечно. А вот вы говорили про малые формы, что утрачивается культура, да? Этих малых форм. Вот. А в чем особенность интерпретации малых форм? Вы знаете, там очень много как бы особенностей. Во-первых, вот за такой короткий, да, есть совсем там 2 странички, 1 страничка романса. Важно, чтобы они понимали, какой образ они создают, что они хотят этим сказать, певцы. Мы вот, у нас было время, когда, я читаю, преподавала одна из очень таких ярких и талантливейших актрис, это Лариса Маливанная. Она у нас преподавала театральное мастерство в академии. Сейчас она уже в возрасте, уже нет. Но вот она, мы делали огромные программы с ней, именно романсовые. Вот она драматическая актриса, да. Было очень интересно, как она со своей стороны на это смотрит. И она очень интересные вещи с ребятами делала. Она им просто говорила, вот, ну, естественно, вот что вы спросили, да? Во-первых, мы читаем текст, понимаем, там, расставляем акценты, куда это идет. Очень важно, чтобы они читали без музыки текст. И потом не так, как написан музыкально, а так, как поэтически он написан. Тогда появляются акценты правильные, нужные, и тогда приведет туда, куда надо. И вот Лариса Ивановна, она так делала, она ставила задачу. Не обязательно иллюстрировать то, что написано в словах, да? Главное состояние. И вот под этот поэтический текст она подкладывала состояние, вот то, которое человек находил, ассоциации свои под это дело. И получалось, потрясающие вещи получались. Те, кто ничего не мог, они вдруг гениально пели эти романсы. И очень важно, во-первых, форма, да? Не все чувствуют форму романса. Вот вчера было какое-то такое квадратно-гнездовое исполнение, как я это называю, та-та-ти-та-та-та. Ну да, вышли, спели, ну что, никому не надо, неинтересно. И народ сидит сразу, засыпает, все это, да. Вот, особенно то, что вот касалось, ну вот приз на Рахманинова, да, исполняется романс, там, скажем, серии. 0 состояния, 0 звука, 0 фразировки. И вот это просто очень обидно, потому что это шлягеры, которые, в общем-то, можно сейчас, все доступно в этом интернете, послушайте, как это пели какие-то хорошие люди, да? Гениальные люди это умели. И оттуда хотя бы слезать, потому что, ну, понятно, может, своего пока не хватает у кого-то там по возрасту, у кого-то по другим причинам, но хотя бы собезьянничать. К сожалению, это вот не происходит. Это очень жалко, потому что какие-то вот слушаем, да, хорошие голоса, хорошие данные, ну все прекрасно. И вдруг там пум-пум-пум-пум-пум, ни о чем. Сразу пропадает интерес. И это тоже как бы часть наша функция. Я их заставляю, знаете как, вот у меня есть один мальчик сейчас, потрясающий, из Москвы, с консерватории.
приехал к нам. Потрясающий парень, очень хороший комплекс, внешность, голос, ровно поет идеально, все, баритон такой, все красиво. Но никому не надо. И вот у нас было несколько концертов, несколько программ, где он участвовал. Я съел пуд соли просто. Мне жалко, что такой человек, он выходит, один концерт первый прошел, он вышел, приходят и говорят, знаешь, ни о чем. Вроде да, но ни о чем. Ну и началось каждый день, мы с ним тут сейчас уезжал, тут на 10 дней. А так каждый день мы занимаемся, и каждый день, я уже не знаю, какие эпитеты я там применяю, ну благо взрослые люди, да, там. И вот все ему объясняю, с такой стороны, с такой стороны, с такой, а давай так, так. Есть такие товарищи, была одна девочка-певица, мертвая, все поет, но тоже никому не надо. Я ее так разозлил, просто так разозлил, смотрю, она уже закусила у дела, но спела. Я говорю, а можно так? Не знаю, говорит. Вот. Ну и вот то, что касается, вот то, что мы про романсы говорили, да. В общем, их надо... еще такой вот прием, что касается романсов, да, и все понятно. Вот романсов. Вот поется медленный романс какой-то. Я, например, всегда его в 2 раза быстрее сначала. Тогда становится понятной вся эта форма, и все это будет ясно. И, кстати, вот, конечно, мне тоже этим лень заниматься, честно скажу, да, но я их заставляю. Они приходят, сначала неловко себя чувствуют. Вот то, что касается, наизусть причем, прочитать это стихотворение. И не так, как в музыке с этими остановками, а вот я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. А не так, я помню чудное мгновение. А именно вот это все. Они стесняются этого дела. Ничего, мы их заставляем. Потом раз, начинают петь, все, другая история. Очень важно, очень полезно. Так что вот такие вещи. И текст, конечно, текст. Кстати, в этом году, как ни странно, удивительно, не знаю, это заслуга педагогов, наверное, вот, у кого-то концертмейстеров, но практически у всех был понятен текст. Это было здорово. То есть не сидишь и не думаешь, на каком языке тут исполняется это все дело. Это очень хорошо. Какие советы по иностранным языкам? Как вы работаете с иностранными романсами в том числе? Ну вот этот товарищ был, который исполнял «Лесного царя» вот с вами. Да, по-моему? Как его? На немецком, да? На немецком. Он с вами же пел, по-моему, да? Нет? Захаром, да. Вот. Вот у него был гениально сделан этот язык. Я не знаю, с кем он это делал. Есть ведь люди, которые просто со слуха послушали хорошую запись и уже схватили. Это такой лингвистический талант. А есть, которым надо вкладывать. Вот та же, вот, опять же, вернусь к этой товарищу Маточкиной, да? Она, когда приехала из города Петрозаводска к нам, это был тушь и свет. По поводу языков просто ноль. Сейчас она одна из лучших исполнительниц на французском языке, французской музыке стала. И немецкой. Вот сейчас она в Берлине поет Лоенгрина. Научилась. Вот такая хватка. А вообще это, конечно, большое дело. Вообще должно быть преподавание этих языков. Да? Ну, у вас, наверное, есть. Только ввели итальянский язык только в этом году. Пока Да? Только. Нет, у нас есть коуч по французскому, по итальянскому и по немецкому. Даже сейчас ставили на венгерском языке Бартака эту синюю бороду. Мы когда ездили в театр на гастроли, вот тогда мы нанимали людей, чтобы они занимались конкретно языком. Ну, это повсеместная проблема. Вы что думаете? Вот в Питере полно этих, как сказать, профессионалов, да? Но ведь есть такие профессионалы тоже, не дай бог. Они позиционируют себя, что мы знаем вот это, да? Вот у нас работает коуч в театре, она уже 100 лет там работает у нас, но она это все досконально знает. Она сама не певица,
но она знает каждую партию за каждого. Ну так поет что-то там под нос, но на правильном языке. И когда приезжает театр у нас куда-то на гастроли за границу, там на французском или сейчас на немецком все кольцо было, да, опять в Китае, все говорят: вау, у вас такой язык. Ну, это, конечно, огромное дело. Да? Сидит там часами, днями, ночами, все это переводит, все это. Но она не уйдет, не встанет с кресла там, или со стула, пока она не добьется, чтобы человек сделал так. При том, что готовят партии, вот многие наши ездят просто на свои контракты, да, там тоже французский, немецкий. Вот не встанет, пока не сделает так, чтобы это было здорово. Ну, и вот если у вас в театре идут иностранные постановки, надо, значит, добиваться того, чтобы приглашали коучей. Ну вот на период гастроли так у нас и было. То, что мы везли, Сейчас Надо, обязательно. Еще вот у нас занимается такой специалист из Метрополитен, Крейг Рутенберг. Но он знает все языки. Он, правда, в Америке сейчас по телевизору занимается. Ну вот он вызывает всех там, и вот это все идет такая чистка всего текста, стиля, всего. Вот опять же возвращусь к этому мальчику «Лесной царь». Потрясающе был сделан. Потрясающе. Я не знаю, где он этому научился, но это просто 10 баллов, как говорится. Ну, вообще артист, конечно, просто. Ну, не все у него получилось, конечно, не все. Артист. Комплекс хороший. И по музыкальности, и по внешне, как бы, и все, вот, все есть. Есть другие, конечно, какие-то проблемы. Надеюсь, что он их решит там с временем. Но вот это один из примеров того, как это было сделано здорово. Пожалуй, самый лучший, потому что другие не показали такого мастерства. А потом вот этот ученик Ольги Сосновской, вот эта песня про два брата, несмотря на то, что он там ошибся в словах. Да. Но это же просто сидишь и ничего не хочешь писать, хочешь просто послушать. Плакать. Да. И слушаешь, и потрясающе тоже было. Вот, очень хороший был роман сделан, потому что вот надо тоже учиться вот у этой девочки из Москвы, как Сакания, да? «Не пой, красавица». Очень профессионально, то есть вот просто придраться ни к чему, хотя этот романс, который уже все знают каждую ноту из каждого холодильника, да? Ну, сделала так, что убедила всех. Вот к этому надо стремиться. Очень трудно, я понимаю, трудно. И вот тоже мы, когда готовились к конкурсу Чайковского, мы сломали голову. А может так, а может так, а может нет, а может да. А потом вот когда это вот все такими исканиями, поисками, да, а потом, когда раз и наступает момент, может, где-то надо очень плотно позаниматься, там, скажем, каждый день, там, вот сейчас приеду, будем мы точить это все на заряде, но надо плотно, потом раз, неделю оставили все. Приходите, оно само получается, потому что уже такая наработка, отлежалась, да, все это, и все устаканилось, и вот таким образом тоже. Но романсы я вот советую слушать очень хороших старых мастеров, да, как они это... Не снимать, может, голосовые какие-то вещи, но сам принцип, как это вот пели Архипова, это же так никто сейчас не может спеть. Понимаете, да, Писаренко, Зара Дулуханова, Дерляк. Вот, да, сейчас уже так не поют такими голосами, но сам принцип, насколько это вот было вдумчиво и как это все сделано, каждый звук. Вот Архиповой мне рассказывали, кто с ней работал, да? Это, конечно, может тоже не совсем интересно так работать, но вот у нее было сделано раз и навсегда, на всю жизнь. Вот так этот романс я пою только так, и больше никак. Тоже своего рода диктат такой, но тем не менее это всегда было убедительно и всегда профессионально, и не оставалось вопросов. А за этим стояло так, что она делала только так всю жизнь, больше никак. В отличие от Образцовой, которая могла сегодня так, а завтра так. Вот.
Но образцовой было другое. Она просто выходила и вот этим импровизационностью какой-то своей, это очень подкупало, эмоциональностью, это было здорово. И вот, кстати, вот сейчас всех своих я заставляю учить вот с маленького возраста, товарищ, учить самим. Не напрягать пианистов, да, чтобы лениться, чтобы они пришли, мы вам постучали, вы довольны, отправились, положили ноты в шкаф до следующего раза, потом еще постучит. Ничего страшного, да, его работа. А в принципе надо, чтобы они умели это сами делать. Обязательно. Лена Васильевна, например, она как, ну, у нас очень были хорошие такие даже дружеские отношения. И она вот приедет с этой кипой нот. Я говорю, слушайте, ну давайте я приду, там с вами выучим вместе и все. Нет. Как это? Ты придешь, будешь играть, а я ничего не знаю, я что, дура, что ли? Я сначала сама пальчиком все. Сама пальчиком приходишь, 2 репетиции, все готово. Я играю, она уже поет. Понимаете, да? Человек на таком уровне, а все это делал сам. И ни на кого не заставлял. Передашь своим друзьям. Это очень приятно, да. Надо спрашивать, что у них по УКМ. Неважно, у них все должны... Где им это объясняют, Обязательно. мотивируют. Скажите, пожалуйста, Да, педагоги, чтобы мотивировали. Да понятно. скажите, пожалуйста, как вы считаете, какую функцию исполняет концертмейстер вот в обучении вокала? Есть педагоги, ну я имею в виду в училище, старшие дети, которые считают, что функция концертмейстера только играешь. Процесс ты не должен влезать. А кто-то считает, что концертмейстер это педагог номер 2 и все должен делать концертмейстер. Ну, во-первых, это чаще второе считают сами концертмейстеры. Понимаете? Я знаю таких людей, которые концертмейстеры. Я не придерживаюсь такой точки зрения. Я лично никогда не лезу в вокал. Я могу сказать, вот сделай так, сделай так. Вот это хорошо, это плохо. Да? Это лучше, это стильнее, это красивее. Да? Но там показывать, что там надо сделать. Имеется в виду хоть как-то что-то говорить? Нет, обязательно, конечно. Есть педагоги, говорят, твоя задача молча сидеть. Нет. Это, конечно же, такая всегда была конфликтная ситуация. Да. Вы не говорите при педагоге ничего, и все. Мы не говорим. Просто потом не послушаем. У вас есть концчас, вот там и говорите. Вот. Да, это, педагоги часто ревностно относятся. А кто-то, например, говорит, вот мы сейчас с Татьяной Павловской начали преподавать, да, в Герцена. И вот она уезжает на гастроли, я уезжаю, мы как бы взаимозаменяем там. Она уезжает, она говорит, так, придете, позанимаетесь, там все сделаете. Но я не лезу чисто в вокальные какие-то примочки, но я их не знаю, я же не певец, правильно? А я просто говорю, вот, слушай, вот надо, вот это хорошо, вот это плохо. Как ты сделала там, запомни, что это было хорошо, и все. И чисто занимаемся какими-то музыкантскими вещами. Потому что я знаю, что даже в консерватории вот ленинградской, питерской есть такие концертмейстеры, особенно старой школы такие. Они тебе научат и петь, и все поставят лучше всех. Вот, поэтому, да, это такая вот всю жизнь, это, веками эта история. Так что вот такие дела. Поэтому у вас есть свой час, вот там развлекайтесь. И репертуар очень часто концертмейстера. Такое я тоже. Таким мы часто сталкиваемся. Ну а почему нет? Вот я сейчас только что сказал о том, что надо, вот я, например, сам много нарываю новой музыки, отдаю, прихожу и говорю, слушайте, вот надо это. Мы с Павловской, например, мы советуемся, какой репертуар. Ну, если так. А бывает, что ты выбери, распой, выучи и выйди. Еще и сам спой. Сам, да. Нет, ну это неправильно. Вообще педагог должен выбирать репертуар для того, чтобы... Он же знает, что подходит, что не подходит, да, данному товарищу. А концертмейстер может подсказать.
Мы тоже советуемся, например, с Татьяной всегда, что, а как ты думаешь, вот это пойдет, это не пойдет, а давай вот это, а давай вот это. Тоже советуемся. Ну. Но это педагогу минус, который на вас все сваливает, а потом кто отвечать будет за это? Ну, в общем, вот такие вещи. Что еще вы хотели бы спросить, узнать? А вы из Сыктывкарского театра, да? Я там 19 лет работал. Сейчас я здесь работаю. Сейчас здесь. Ну, что-то тут в театре как бы оживление какое-то Ну, это идет. вот надо нынешний путь. Кто общается с театром? Театр продолжает существовать. Ну, продолжает. Ну, как-то было... Сейчас они мюзикл ставят, водевиль ставят, секрет Полишинеля. Ну, что делать? В таких городах театр вынужден выживать и за счет репертуара какого-то тоже. Ведь тут вы не наберете кучу людей на каждый день на оперу. Правильно? У нас тоже на оперу не сильно кто рвется. Бывают и полупустые залы. Ну, вот недавно у них шел балет, премьера балета «Крик» по Да, произведению. я читал, да. Андрей Меркурий поставил. Андрей, я знаю Андрея, да. Вместе? Я знаю, да. То есть у нас такое. То философская музыка, то сказки, оперы, балет. Ну а что делать? Сейчас такая ситуация, что надо завлекать народ каким-то образом. Они же не пойдут вам Чоусан каждый день слушать. Правильно? Вот. У нас такая же тоже. Вот у нас поставили летучую мышь. Самый большой сбор. На что? На летучую мышь. Мариинки. Ну, очень красивый спектакль. Такой. Не, ну это здорово, когда оперный театр, вот сейчас они оперетты стали ставить. Раньше же маленькая. Нет, почему? У нас было. У нас были мюзиклы «Моя прекрасная леди». Ну, все равно не так часто, не так. Да вы что? Это был, знаете что? Это был единственное, что это был арендный спектакль. Карсона вот ставил, он потрясающе поставил это все. Люди с огромным удовольствием это играли, сами артисты, а уж публика, это было не достать билет. И он шел, по-моему, 2 сезона, его все время ставили неделями прямо, потому что все битком. Очень стильный, красивый спектакль, все с удовольствием, все хорошие артисты. Ну, потрясающе. Очень жалко, что проходит срок аренды спектакля, его забирают. Все. Вот такие вещи. Еще что-то было? Это же прекрасно, это такой сплав мощный. Обязательно? Почему же, какой должен быть вокал, какая там техника, Да. какая там интонация. Конечно. Это совершенно другая история. Актерское мастерство как оттачивается. Да, но там, я уже про то и говорю, что это, я работал когда-то в театре оперетты, и совершенно другая профессия, конечно. И очень тяжело оперным певцам. Это же разговор. А разговор должен быть по-другому. Опереточных учат, а этих-то не учат. И кто как, конечно, может. Вот, но тем не менее. Все равно развитие идет. Да, конечно, идет. И красиво все, и, в общем-то, всегда публике очень нравится. Девчонки все, у нас там мальчишки красивые, все такие. Колесо там делают, кульбиты, певцы. Да. Где они еще так потанцуют, да? И потанцуют, и дурака поваляют. Вот так что вот так. Ну а хорошо, что вот здесь так в театре стало, потому что я помню, мы приезжали с Еленой Васильевной как раз на концерт сюда. И я когда зашел в театр, я был в совершенном ужасе. Когда внизу там были вот эти палатки, что-то там продавалось, там одежда, еда, вот это что-то было такое. Я просто... Слава Богу, сейчас как-то это все... Вот. Что еще? Кого интересует? Скажите, пожалуйста, вот приходят к вам работать молодые концертмейстеры, да? Как Да. вы с ними работаете? Я? Никак. Просто, ну да, особенность, просто вот в колледж сейчас просто видно, что, конечно, более слабая такая подготовка. А она сейчас везде слабая. Да, вот про это как проблема такая много. Раньше больше слушали, больше читали. Вы знаете, вот сейчас вот даже не к нам, ну у нас тоже приходят, сейчас девочка пришла, а вообще вот сейчас мы разговаривали со Смелковой, очень большая проблема с концертмейстерами, очень большая. Вот они взяли девочку с консерватории, с Ленинградской, питерской, да, и она пришла в класс там к одному педагогу, он меня встречает и жалуется, говорит, слушай,
арию Онегина сыграть не может, закончив консерваторию. Это, говорит, что? Он, говорит, 2 недели посидел, а он говорит, убирайся вон. Все. И поэтому, да, ну а что, если человек ничего не может? Он работает, у него с утра до ночи студенты, а она... Нет. Ну, вот у нас сейчас пришла одна девочка, очень она была на конкурсе Хиблы, вот этот концертмейстерский, она сейчас вот к нам пришла работать, но она сильная. Она очень много знает, и она очень много занимается. То есть она видит, что у нас, ну как у нас есть свои оперные спектакли, да, которые принадлежат там, Академии, и такие достаточно сложные, там «Золотой петушок», «Салтан», «Онегин», «Ариадна на Наксосе», вот таких куча спектаклей, которые наши. Мы должны их играть. Чего стоит «Идиот» Вайнберга, это же просто застрелиться. Вот. Но она приходит, что очень как бы приятно, она приходит, говорит, можно я вот у вас посижу, как вы занимаетесь? Послушаю, что вы делаете с ними, что они потом выходят, как бы такой, в общем-то, неплохой результат показывают. А есть, которые приходят, да мы сами с усами, ну и до свидания. Потом это заканчивается все очень быстро. Через год максимум они сами уходят. Потому что у нас такая работа, тебе что дали, то ты должен делать. Не особо выбирая. А потом вот у нас такая специфика, да, вот в нашей академии. У нас же люди проходят какое-то время, они уходят в основную труппу театра. Но они настолько как бы вот к нам привыкают, как к своим. Вот у меня, например, больше уроков солистов оперной труппы, они приходят. А они те что приносят? То, что они учат там. И вот ты вынужден с ними это учить, все, вот, весь репертуар, который они поют. А там и чародейки, и мазепы, и вот это все. И поэтому, хочешь не хочешь, а приходится. У меня еще вопрос. Вы считаете для концертмейстера важнее техническую составляющую или в ансамбле работать? Ну, в идеале, конечно, все, но в приоритете. Я считаю, что в приоритете ансамбль. Потому что технически, если вы будете заниматься собой, вы потеряете там что-то, какую-то вот связь, да? А если это будет все-таки в ансамбле, тогда вам простят, как вот спросили угрызения совести. Ну, ничего, выпейте стопку водки, и угрызения совести пройдут. Вопрос, скажите, пожалуйста, вот как часто вот приходилось, например, сталкиваться с тем, что вот певец поет, приходит, надо сегодня в голосе, и нужно транспонировать, да, вот куда-то, вот как с транспортом. Знаете, я это очень не люблю. Ну, полтона туда-сюда, тон еще ладно, пойдет, а когда там терция или еще что-то. Причем каждый урок бывает. Транспорт туда, следующий. Нет, это нельзя. Не-не-не, зачем? Смысл? Педагог хочет. Да. Нет, хорошо, можно один урок найти удобную тональность, и потом просто это устаканить уже, и этим заниматься в этой тональности. А что бегать? И каждый урок еще понадобится. Нет, ну как это? Это у меня был концерт с Васей Гирелло. И он, ну такое участие в концерте, очень забавно. А он такой шебутной. Пели неаполитанские песни. Я причем звоню, говорю, Вася, ты в какой тональности эту песню поешь? Да, я в этой. Ну, хорошо, в этой, так в этой. Притащились на этот концерт, и вдруг он от нервов начал бегать. А давай в этой тональности. А давай в этой тональности. А давай вот это. Я говорю, ты сумасшедший. Нам сейчас выходить, ты не знаешь, в какой тональности. И чего? Я говорю, так, все. Выпей воды и пойдем в том, что было. Какой сыграешь? Да. Нет, бывали вещи. Но главное, знаете что? Вот я один раз одну певицу обманул. В Австрии был концерт, и она мне говорит, вот эта песня «Травушка, муравушка, татира-та-там». Она мне говорит, слушай, мне тут высоковато как-то. Давай на полтончика. Или низковато, я не помню. Ну, в общем, страшное неудобство. О. Я говорю, хорошо, значит, все. Мы порепетировали в ее тональности. А там так коряво, просто жуть. На концерте выходим, я играю в своей. И хоть бы что.
Прекрасно она спела, ни высоко, ни низко. Все отлично. Она не заметила. Она не заметила, она просто от нервов ей казалось, что «Вау, вот это так. А на самом деле все получается, просто начинают закидывать тоже. И ничего, она потом говорит, вот видишь, я тебе сказала, что надо другой тональности. Видишь, как хорошо получилось? Я говорю, да. И все. Тоже такие вот есть вещи. Им-то, может, кажется, что так лучше, а на самом деле ничего не лучше получается. Все равно, ну, не берем народные песни, да, но вот те же романсы. Возьмем, меняешь тональность, меняется сразу краска, цвет. И вот, кстати, одна девочка пела попутную песню. Маленькая, да? Странно. Зачем? Попутная песня ребенку, девочке. Она, конечно, справилась, отдать ей должное, к ее чести. Она справилась, здорово это сделала. Но это уже вопрос к педагогу. Чему? Вообще мужская песня. И басовая желательно. Какой винокур. Да. Это мужской роман. Женский роман. С темно-вишневой шалью. Это с темно-вишневой шалью, кстати, у меня была такая история тоже. Именно такая. Я служил в армии, и там был у меня начальник, который очень любил петь. И он мне говорит, ну, женский праздник, 8 марта. Он мне говорит, темно-вишневую шаль мне сыграй. Я говорю, послушайте, это женский романс. Он говорит, а мне так нравится. Ну и пойте. Сейчас стали мужские романсы и поют, я смотрю, сейчас нет разведения. Ну, слушайте, Казарновская записала все романсы Чайковского, например. И серенаду Дон Жуана в том числе. Но это смешно же. Есть то, что, например, можно петь и мужчинам, и женщинам. Но уж когда явно, да, какие-то уже, ну, есть все-таки какие-то штампы, которые вот стоят, да, та же попутная, но, естественно, мужская. Или там «Благословляю вас леса». Смешно будет, если будет высокая сопрано петь «Благословляю вас леса». Или серенада Дон Жуана та же, да? Ну, мужики, хоть тенор, хоть бас, хоть баритон. Ну не девочки. Поэтому, когда тоже, ко мне тоже приходят с бредовыми, а я хочу. Я говорю, ну и как это будет выглядеть? А некоторые есть очень щепетильные в этом плане, очень забавные. Если они поют мужской романс, то они заменяют его на ее. Я говорю, ну а зачем? Зачем? Ну я же девочка. Я говорю, ну и что? Так написано-то у поэта по-другому. Поэтому у каждого есть свои. И у нас в том числе. Поэтому, ну, что делать? Выкручиваемся потихоньку, вот так, какими-то обманками. Так что очень... Всяких много бывает историй. У меня была в конце... Сказать по подбору репертуара вот конкретно этого конкурса. Насколько он грамотный? На ваш Ну вот за исключением каких-то единичных случаев. Вот, например, мальчик вышел, контртенор. Да? Но если ты себя позиционируешь контртенором, зачем петь серенаду Дон Жуана из Моцарта? Баритоновую. Причем здесь это? Тогда уже контртенором и пой все сопрановые вещи все. А так это получается странная история. И еще в 2 раза быстрее, если не в 3. Вот. А так репертуар, вообще, в принципе, вот я уже говорил об этом, что на этом конкурсе репертуар очень был симпатичный. То есть, и не было вот этих перекосов, когда выходят там в 10 лет и поют тоску, ну, грубо скажем. Да? Ну вот, было. А сейчас этого нету, потому что это выкручивали, это дело. Да. Поэтому очень все было по репертуару, по голосам все было здорово придумано. Какие-то очень красивые много было песен, новых таких. Очень чудные вот эти характерные были у маленьких детей. Просто этот совенок, там, от которого мы все пришли в восторг. Там какие-то очень много было хорошего. Вот этот мальчик спел как Жука Мусорского. Я терпеть не могу эту детскую, честно.
Но он так это спел, не каждый взрослый так сможет, мастер, да? Так что было много интересного. Как вы думаете, а каким-то актерским штучкам нужно маленьких детей учить? Обязательно. Ой, там, Вот, специально. правильно вы спросили. Нет, специально не надо. Некоторые, я вижу, что педагог. Один выходит, и так я вижу там на этом слове. А, на этом. Причем глаза в одну точку и так. Это очень смешно. Это нельзя делать. Это должно быть у них очень естественно выходить. Некоторых, естественно, я видела вот таких вот, А вот это зажим. которые постоянно. Это вот это много рук, у меня тоже где-то там написано, что вот тут много рук, там много движений. Это нельзя, они помогают, они все сбивают все. Вплоть до того, что, кстати, у нас тоже приходят некоторые, начинают ходить там или еще что-то, вот это бесконечно вот так вот. Я просто говорю так, встал к стенке и руки за спину. И все, и пой. И они поют. Это мешает, они привыкают. У нас, кстати, один был певец, он сейчас очень хороший певец, такой известный. Вот он как пел вот так. Как пришел. Несмотря на то, что, да, он сейчас большой певец, но вот это все равно. И хоть ты что делаешь. Подарите ему наган. Что-то для него означает. Я не знаю, что для него означает. Очень важно, кстати, смотреть, чтобы они этого не делали. Потому что привыкают, и потом до гробовой доски это будет присутствовать. Так что вот такие дела. У кого что? Есть такие зажимы странные. Просто. Хорошо, когда заметите и заставите. А есть такие, которым говоришь на уроке там 100 раз одно и то же. Нет. Свое вот это. Ну, делай, кому хуже. Нет, я вообще стараюсь, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, у меня есть сейчас такой выбор, как бы я могу выбрать, с кем я хочу заниматься, с кем я не хочу. Вот. И поэтому, когда я вижу, что человек, ну, не воспринимает какие-то вещи, ну, не хочешь, не надо, или кто-то уперся, и буду так. Ну, делай так, твое право. Все. Такие вот вещи. Что-то еще хотите узнать веселого? Со словами бывают проблемы. Еще какие? Ну, забываю словами. Забывают. Забывают, а если еще не выучили, то еще лучше. Вот сейчас у меня был концерт во Владикавказе перед Сыктывкаром, буквально за день. Тенор, значит, как бы выучил. Огромный дуэт Самсона и Далилы, огромный вот этот, 15 минут. Я все выучил. Ага. Домашний адрес, как поехал там на французском языке петь. А главное, что там вот, пианисты знают, там столько играть, что ты подсказать уже ничего не можешь. Хотя у меня там тоже русскими буквами подписано, французский. Ну и куда такие самого глаза, когда еще подсказать? И он, конечно, вышел такой. Ну, благо, человек, который такой очень забавный, очень как бы веселый, открытый, хороший парень. Но он так никогда не парится вот по поводу совести. Он совершенно довольный собой выходит и говорит, ну да, осталось чуть-чуть текстом, доучитесь. Я умираю. Он говорит, я говорю, слушай, что ты там пел? Я сам не знаю. Ну, что бывает. Всякое бывает. Бывает, что вы... с одной певицей приехали тоже в Хельсинки на концерт. Ну, человек стабильнейший, талантливейший. Все стабильное просто. Поем огромный романс, «Сон в летнюю ночь» Римского, который тоже там на 100 страниц. И ничего не предвещает никакой вообще беды. Сижу спокойно, знаю, что мы это пели много раз. Играю. Счастье. Раз. Куда? Купюра. Первый куплет и последний. Я там...
А сам сижу и думаю, тоже меня начинает колотить. Я думаю, так, а вдруг она сейчас пойдет на второй куплет после последнего? Что, опять туда? Бывает все, ну а что делать? А потом вышли, я говорю, слушай, а ты поняла, что ты спела первый и последний куплет? Она говорит, когда последний допевала, поняла. Я говорю, а я вот думал, что, может, ты вернешься все-таки назад. Она говорит, вот тебе скажу такую вещь. Всегда, если я уже пошла на конец, значит, на конец. Буду знать. Что со словами, это, с текстом, все бывает, но что делать? Надо их как-то ловить. Практически нет ни одного певца, который бы когда-то что-то не забыл или что-то бы не сделал, там какую-нибудь подставу. Всегда что-нибудь из этого происходит. Вот. Так что надо пожелать нам, как говорится, терпения всем. Да? Так, что еще кого интересует? Жалко, что мы сегодня ничего, ни с кем не позанимались, не сыграли. Да, 15 минут, может, кто-то хочет. У них уже никто не хочет ничего играть. Все уже наигрались, по-моему, да? Да? Не с кем. И не с кем, да. Ну ладно, давайте всем тогда хорошего дня, хороших новых конкурсов, новых свершений. Да, всех, чтобы это, всех все было хорошо, всем здоровья. Не за что. Всего хорошего.